В сегодняшнем видео мы расскажем о численности рабочих мигрантов в России. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, мигрантов из какой страны больше – Узбекистана или Таджикистана. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Мы открыты для тех, кто готов уважать наши законы, культуру, традиции, язык, честно работать. Гастарбайтеры, с немецкого приглашенные рабочие, в России иностранные трудовые мигранты, занятые преимущественно физическим трудом, работающие на территории Российской Федерации, России. Сколько в России трудовых мигрантов? Ответ часто зависит от отношения человека к приезжим и от его желания обострить вопрос. Оценки разнятся от 1,5 до 20 миллионов. Но большинство экспертов, которые занимаются исследованием миграции, сходятся на других цифрах. Я окончил институт в Ташкенте, приехал сюда, чтобы поступить в магистратуру в МГИМО. Я так думаю, что самая более проблема психологически, потому что мне пришлось работать курьером в одной компании, потом пришлось работать в строительной компании. И осознание того, что я как бы человек с высшим образованием и работаю курьером, вот это вот психологически было тяжело. А в принципе с местным населением, с работой проблем не было особо. Скажем так, что адаптироваться раньше было труднее, но все-таки сейчас в данный момент можно сказать, что уже наши земляки много приехали, и людям есть куда приезжать. И получается, что те, кто около 30%, которые там закончили советскую школу, да, там, например, в советские времена жили даже, они знали хорошо русский язык, и им легче было адаптироваться. И вот первое поколение, которые те приехали, да, и постепенно уже теперь их дети приезжают, родня. Единственный минус наших мигрантов, что не могут адаптироваться, это потому, что законодательство меняется такими темпами, что порой даже сами сотрудники управления по вопросам миграции, которые этим занимаются, или полицейские, сами не понимают, о чем речь. Сейчас трудовых мигрантов в России порядка 5 миллионов. 90% этих людей приехали из стран СНГ, 66% из Средней Азии, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Существенно изменились за 10 с лишним лет и доли каждой из основных посылающих стран. В 2000 году первое место по официально работающим мигрантам принадлежало Украине – 30% от всего потока. Вторым был Китай – 13%, третий – Турция – 9%. В 2006 году лидерами остались Китай и Украина, но они поменялись местами – 21% и 17% соответственно. За ними вплотную следовали Узбекистан, Турция и Таджикистан – около 10% из каждой страны. Начиная же с 2007 года лидерское место прочно закрепилось за Узбекистаном, а вторым все время остается Таджикистан. С 2008 года быстро начала расти трудовая миграция из Киргизии. Это только те, кто официально оформил документы для трудоустройства в России. По мнению исследователей, общая численность иностранных мигрантов, включая нелегалов, в разные годы была в 2-3 раза выше цифр официальной статистики. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Таким образом, вклад стран Средней Азии в трудовую миграцию в России изменился кардинально. В 2006 году на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию приходилось 17% общего трудового потока в Россию. В 2008 году уже более 50%, а в настоящее время около 66%. Таким образом, общая численность трудовых мигрантов в России в последние 2 года колеблется в районе 5 миллионов. При этом примерно каждый 4-й из этих 5 миллионов никак официально не оформляет свое право трудиться в России. Я бы хотел добавить, иногда сами чиновники мешают своими неправомерными приказами, указами к адаптации мигрантов, потому что, например, взять обучение, знания или обучение – это ключ к тому, чтобы человек быстрее адаптировался. Но на данный момент очень много проблем возникает у людей, которые хотят устроить своих детей в детские сады, в школы. В школах требуют у них годовой регистрации, хотя это незаконно. Из-за этого, получается, дети, которые могли бы учиться в российских школах и быстро адаптироваться и влиять своим родителям, они не могут пойти в школу и стать частью этого общества. Поэтому если такие барьеры убрать, я думаю, что было бы быстрее и легче бы адаптироваться нашим мигрантам. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.